входе предупреждаем студентов, преподавателей, чтобы они соблюдали масочный режим. В первую очередь сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание на табличку «Вход без маски запрещен». Для того, кто пришел в вуз без нее, на столе целая пачка средств индивидуальной защиты. Антисептики также в наличии, а при входе в корпус висит дополнительный санитайзер. Правда, температуру никому не измеряют. Специалисты поясняют студентам и преподавателям, как важно следовать мерам безопасности и соблюдать необходимую дистанцию. Если есть свободные места, не скапливайтесь в одном месте, рассаживайтесь по отдельности. Внизу образовательное учреждение нам оказало все необходимые антисептические средства. Когда заходите, руки обрабатываете. К мерам безопасности здесь подошли серьезно. Прошлый учебный год с вынужденным переходом на дистанционку стал непростым испытанием для студентов и преподавателей. И, видимо, хорошим стимулом не нарушать. Занятия, конечно, вернулись в очный формат, но с особыми правилами, о которых специалисты предупреждали заранее. Плюс еще сезон простудный, что только усугубляет ситуацию с коронавирусом. В основном меры профилактики одни и те же. Студенты и сами отлично понимают, как все это важно. Лиана Сапролиева на первом курсе филологического факультета признается, что боится заразиться коронавирусом. Тем более знает, как в некоторых случаях тяжело протекает это заболевание. Я считаю, что мы должны соблюдать все правила. Я это знаю, потому что в доме у меня было такое. Мама переболела, и это действительно очень сложная болезнь. Мы защищаем не только себя, но и старших. Потому что у многих есть пожилые люди в семьях, и они более подвержены риску заболеть, и они переносят эту болезнь более тяжело. Некоторые однокурсники считают, что это неудобно, но мы уже привыкли к этому, и хотя бы этим себя защитим от коронавируса. Носить маски обязаны и преподаватели, и многие из них уже переболели коронавирусом. Одни в легкой, другие в тяжелой форме. Масочный режим они стараются не нарушать, ведь речь идет о здоровье. Расстояние между мной и студентами более 1,5 метра, тогда я маску снимаю и читаю свою лекцию. В это время студенты обычно сидят как бы на своих местах в аудитории лекционной. Еще одним пунктом разъяснительной работы сотрудников Роспотребнадзора стала школа в Назрани. На входе в образовательное учреждение все необходимые памятки. Стоят антисептики, все преподаватели в масках. Необходимые средства индивидуальной защиты есть и в классах. Маленькая Зара Хакиева и взрослому даст прекрасный мастер-класс по мытью рук. Сначала нужно сполоснуть руки, потом мыло. А потом что делаем? Чупак, без микробов, Нельзя трогать перила, нужно носить всегда маски, перчатки и нельзя подходить к людям, у которых грязные руки, или здороваться с ним. В кабинете у нас стоят антисептические средства. Это антибактериальное мыло, это антибактериальный спрей, это сухие полотенца. После каждого урока мы проветриваем помещение, устраиваем сквозные проветривания. После всех уроков каждый ответственный за кабинет проводит дезинфекционную уборку. Что делается? То есть специальным раствором хлорированным мы обрабатываем все парты, стулья, ручки. Сотрудники Роспотребнадзора такие пояснительные рейды будут проводить ежедневно, пока у социальных учреждений не будет выработана единая слаженная система по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее сотрудникам управления Роспотребнадзора были выданы рекомендации руководителям образовательных организаций. И по этим рекомендациям и предписания были выданы, чтобы они все пункты предписания выполняли в обязательном порядке. В ходе конечной нашей проверки, в ходе наших проверок мы видим хороший рост, что они все пункты предписания выполняют в обязательном порядке. То, что они не знают, это в телефонном режиме мы уже консультируем руководителя организации. Пока в республике не введены жесткие меры, но предугадать сценарий очень сложно. Коронавирус распространяется быстрее, чем мы думаем. Не хочу, не буду, забыл дома, не вижу смысла, оставил на работе. В общем, у тех, кто не носит маски, отговорок достаточно. Тем временем в России больше 15 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. И количество заболевших постоянно растет. Эти элементарные правила могут оградить нас от этого коварного заболевания. Ведь коронавирус каждый человек переносит индивидуально. Ирина Цычева, Ахмед Гандаров, Новости 24.